Да, вот у меня дедушка, да, Рассказанов, он первый кинорежиссер в Бурятии, но он работал в Екатеринбурге, он снял столько фильмов, написал столько книг, но мало кто знает об этом, что был такой человек, что есть его фильмы какие-то. Я бы тоже хотела, чтобы его там писали, показывали. Ну, чтобы народ знал. Даже когда я зашла в нашу библиотеку национальную, посмотрела материалы, хотела посмотреть, сколько там материала, вообще, что есть, что чего нет. Там была одна книга. Одна книга и какая-то статья, там, то ли автобиография, то ли что. Но этого недостаточно. Тем более у нас сейчас кинематограф наш бурятский очень сильно развивается, да? Столько фильмов сняли, это это вообще Голливуд у нас реально, это интересно. Но когда я реально общалась с режиссером, с продюсерами этих фильмов, многие не знают, что такое национальное. Нет, на самом деле я очень рада, что у нас снимают сейчас фильмы, да, различные, выходят. Ну, уже вышло, да, столько фильмов. Я знаю, что еще работают там над несколькими фильмами, я там слышала, да, и знаю. Какой-то сериал. Да, сериал сняли тоже, фильмы на Байкал, да. Это интересно же, это молодцы ребята, они взяли такую ответственность на себя, и они сняли, показали это всему нашему бурятскому народу. Но бурятам еще нужно понять, что нужно адекватно воспринимать эти все вещи. Это же только начинание. Откуда у нас сразу, да, спецэффекты какие-то, там различная красивая техника. Это, блин, в принципе, это в России нормально, не видишь в целом, да. Но в Бурятии, что уже столько фильмов вышло, это круто. Ну вот, вышли несколько фильмов, «Чайник» и «На Байкал». «Чайник» мне понравился, ну, как сказать, для первого фильма в Улан-Удэ это очень даже неплохо. Ну, я думаю, что кинематограф еще будет развиваться, и ему есть куда двигаться. Если сравнивать с Азией, то, конечно, Азия, ну, уровень повыше, всякие дорамы, фильмы. Особенно корейские фильмы мне очень нравятся. Как сняты и как играют актеры, очень верится. И мне кажется, что в Бурятии, ну, не знаю, лет так это через 20-30 какой-нибудь такой фильм выйдет, как корейский. 20-30 лет дают. Мне безумно понравилась комедия «Чайник» вообще. Последующие, ну, такие немножко послабее, конечно, но именно «Чайник» вообще, если с точки зрения даже такого крупного кинематографа, да, и музыка подобрана, и актерский состав, и вообще очень грамотно сделан фильм, вообще там просто мне очень понравился. Я всем его рекламировала, недавно показала своей сестре двоюродной в Чите, которая не видела его, так она там полчаса смеялась вообще. Она говорит, я даже не знала, что вот в Бурятии еще такие фильмы снимают. Вообще для нее это было такое открытие. Она говорит, оказывается, в Улан-Удэ умеет шутить. Я очень люблю в кино ходить. Вообще иногда, благо у нас вот кинотеатр прямо рядом, никуда не надо ходить. Иногда даже успеваю в перерыве иногда ходить. Если утром репетиция и вечером, я в обеденный перерыв могу сходить в кино. Есть такое. Бурятский кинематограф – это такая сложная тема и такая, скажем, почему сложная? Потому что очень многие люди в Бурятии хотят снимать кино, многие его уже снимают. То, что популярность фильма «Чайник» и «На Байкал», честно говоря, я не совсем понимаю, почему это так востребовано и так популярно. Молодцы ребята, что, конечно, это сделали, потому что снять кино – это очень сложно. И другой вопрос, допустим, то, что делает Баир Дашенов с «Улыбкой Будды». Допустим, мне очень понравился этот фильм, понравилась его идея этого фильма. И я рада успехам
именно этого фильма, вот и «Наказ матери», также его вторая работа. И вообще, на самом деле, дай бог, чтобы кинематограф в Бурятии развивался. Но я, честно говоря, как бы вот этим вопросом, ты что хочешь услышать? То есть не непосредственно о фильмах или о самом явлении бурятского кинематографа? Ну, Типа его нет. Или он есть. сложно говорить-то. Есть. Нет, поскольку раз появилось, вначале же было слово, да? Поскольку это слово уже появилось, бурятский кинематограф, значит, оно уже породит обязательно то, что будет называться бурятским кинематографом. Но это очень такое глобальная фраза, потому что вот мы же знаем, чем отличается вот этот вот аромат французского кино, да? Мы сразу узнаем иранский фильм, да, что это иранский, допустим, режиссер Махмальбаф, папа или дочь его сняли, да, индийское кино. Что такое кино бурятское? В чем его особенность? То же самое сейчас идут разговоры про бурятский театр. Что это? Это советские пьесы на бурятском языке или это просто современные пьесы на бурятском языке? Что это такое? В чем? Где вот этот запах, это стихия? В чем особенность? Вот эти наши местечковый юмор, да, какой-то, вот это наше местное, вот это вот местные красоты, которые мы будем снимать в этом бурятском кино, и поэтому, вот Улан-Удэ мы сняли в кино, да, там буряты снялись, и мы можем называть это бурятский кинематограф, что ли? Это же странно, это же неправильно. Но вот сама вот эта суть, то есть если снимать про какие-то национальные обычаи, там вот эту вот атмосферу какую-то, передающую национальный характер, ну тогда это будет какое-то этнографическое кино, это визуальная антропология. Я не знаю, мне кажется, надо вот сначала или бурятские режиссеры снимают, или это уже бурятское кино. То есть, что есть бурятское кино? На самом деле, это надо сначала определиться. И, в принципе, мне кажется, это задача как раз людей, которые это делают. Я бурятское кино не снимаю, поэтому говорить нетрудно. Но людей, которые берутся за это и пытаются, несмотря ни на что, на финансовые сложности или еще что-то это делать, я их уважаю. Флаг им в руки, молодцы. Хитов не осталось. Песни табунщика. Это чего тогда? Бурятское кино советского периода. Горький можжевельник. Но это уже последние годы существования Советского Союза. Но до того, я не помню, это Борис Халзанов, режиссер, и Свердловская киностудия. Борис Халзанов, он снял в основном все фильмы «Ночной угон», да? Последний угон. С Егоровой, да? Очень жаль, что эти фильмы мы не видим по телевидению. Хотелось бы, чтобы по телевидению прошел какой-то цикл, да, в котором бы можно было вспомнить творчество этого режиссера и его работы. А если говорить о современном, так сказать, нашем кинематографе, по большому счету это эксперименты молодежи, не более того. Говорить о каком-то серьезном уровне профессиональном не приходится. Но хорошо, что они хотя бы пытаются сказать свое слово. Это КВНщики, которые свои шутки сняли на хорошую технику, какой-то сценарий их втолкнув. Спасибо. Еще хотела бы, чтобы наши КВНщики, ну, наши кинематографисты молодые, сняли фильм на такую плодотворную тему, как наша сельская жизнь, сельская молодежь. И чтобы это был фильм на бурятском языке, в реалиях, в истинных. Тем более натуры у нас хоть отбавляй.
Может быть, они подумают, что это не будет интересно зрителю там вне Бурятии, но зачем? Очень хотелось бы нашим бурятским зрителям это посмотреть. Я вообще считаю, что мы должны поддерживать вот эти добивающиеся ростки нашего бурятского кинематографа, поэтому я не пропускаю ни одну премьеру. Но, правда, я не побывала на фильме «Лондонская история», к сожалению. А вот последние вот эти комедии, да, «Чайник», «Байкал» это я видела. И я считаю, что каким бы ни было качество, но пока они что-то набирают с опыта наших кинематографистов, поэтому их надо поддержать, в углом надо ходить в театр, посещать эти фильмы. Надо быть патриотом. Я была знакома с одной девочкой по имени Елена. Я забыла, к сожалению, ее фамилию. Она вот уехала в Москву, и она... Что-то похожее. И она даже стала, как это называется, художником-костюмером какого-то фильма, достаточно известного. Демидова. Да. Демидова, да, Елена Демидова. Вот. То есть мне очень было радостно это узнать. Я была очень рада за нее, что она вот все-таки нашла свою нишу в таком городе, как Москва, и добилась очень достаточно больших успехов. Она была на самом деле очень талантливой девушкой. Не только была и есть, конечно. У нас в Бурятии очень в последнее время так рьяно стало развиваться в плане кинематографа. Один фильм «На Байкал», который теперь уже в сериал превратился, чувствует. Ну, кстати, неплохо, молодцы ребята, по крайней мере, первый фильм, который «На Байкал», он мне понравился. И какой еще это был фильм-то? «Он у Дэнса», тоже такой был прикольный. Они фильмы, конечно, на раз посмотрела, второй раз уже навряд ли захочешь, но, по крайней мере, как семейное кино, ну, посмотреть, отдохнуть, посмеяться можно. И потом, знаешь, иногда, вот когда ты смотришь такие фильмы, задумаешься о том, что кто-то, ну не только наши земляки это увидят, где-то в других городах, это клево, это очень интересно, люди увидят, как мы тут живем, это во многих городах западных, центров Сибири до сих пор люди думают, что у нас медведи ходят. Очень забавно. А тут все-таки видно, что мы нормальные, цивилизованные люди тут в Бурятии. Это еще более сложный вопрос, чем с телевидением. Снимались наши артисты, наши земляки. Уже что у меня еще такое с памятью. Олег Дальдис, земля Санникова. Вот. Тогда были такие неплохие пробы, да? Кинематограф наш «Три солнца», насколько я помню, был такой тоже интересный фильм. Ну вот последнее время Петр Аюшевич Шаблин снял «Последний нукер Чингисхана». А честно скажу, к великому стыду не смотрела я этот фильм. Отзывы достаточно такие разноречивые по поводу этого фильма. Один говорит, что фильм просто супер, и там такая мощная философская идея прослеживается. А другой говорит, что ну вот весь фильм скачет этот нукер Чингисхана, ну и так весь фильм скачет и скачет. Тоже не могу совершенно объективно сказать об этом фильме ничего. И насколько я помню, для молодежи был снят, для потенциального зрителя молодых, фильм «Чайник». Посмотрела этот фильм, много веселых моментов. Ну, конечно, вот, пошлость, вот какой-то натурализм некоторые, он все равно имеет место быть. Но все равно в культурном плане нам все-таки нужно еще подтягивать, потому что мы же фильмом этим, то есть его создатели, они же не только, наверное, целью ставили, чтобы похохмели люди над этим фильмом и собрать кассу, но тоже надо еще понимать, что мы же любым вот этим произведением воспитываем людей, да? Опять-таки вопросы культуры. Ну, пришел молодой человек, еще у которого голова свободна совершенно от всяких мыслей и ценностей, ну, пришел, посмотрел этот фильм, сказал, значит, вот стереотип поведения классный, вот я буду таким, вот этот мне ближе стереотип всего.
Ну, мне кажется, все-таки вот эти персонажи и особенно диалоги продумывать лучше. Можно остроумные делать диалоги, веселые диалоги. Я понимаю, что это тяжелый процесс. Но мне кажется, все-таки здесь надо доработать. Хотя идея сама неплохая, что все-таки лучше машины иметь друзей. Это уже сам по себе очень важно. И на Байкал, да, по-моему, последний был фильм снят. Я его, честно скажу, пыталась смотреть, но вот как-то не получилось у меня. Поэтому даже сказать об этом ничего такого не могу объективно. Пожалуй, вот, наверное, все кинематографические на этом попытки заканчиваются, да? Ну, бурятское кино. Вот последнее кино «Улыбка Будды» было, да? Я его не смотрела, но я очень много читала. Но ранешний, ну, Борис Халзанов большой режиссер, хороший, да, допустим. Но мы все-таки сейчас большое внимание надо уделять, наверное, действительно бурятскому кино. Сейчас говорят, я не смотрела «Елки». Ага, но я его не смотрела. Слышала, только мы читаем.